Поисковики московского отряда «Обелиск» не теряют надежду найти родственников солдата из Коми Лыткина Григория Васильевича. Его останки бойцы подняли в Смоленской области еще в 2011 году. И вот уже в течение 10 лет пытаются найти внуков и правнуков нашего земляка. Обращались не в одну инстанцию, перелопатили много архивных документов, но пока все безрезультатно. Давали информацию в СМИ, к розыску подключились и поисковики из Коми. Елена Кононова о памяти, которую нужно сохранить. Это кадры московского поискового отряда «Обелиск». В 2011 году бойцы в деревне Крутая Угранского района Смоленской области на месте бывшего госпитального захоронения подняли останки 110 солдат. Найдены останки 110 солдат и офицеров Красной Армии погибшие. Вот, очень много медицинского персонала, и как раз эта история, вот местные жители, мы услышали о том, что в один из боев весь личный состав Ибака-госпиталя погиб. По госпитальным спискам узнали, что один из солдат был из Коми АССР, Григорий Васильевич Лыткин. Местом рождения указано село Озел, тогда еще Карткировского района. Сегодня это Сыктывдинский. Гвардии рядовой автоматчик 65-го гвардейского стрелкового полка, 22-й гвардейской стрелковой дивизии 10-й армии Западного фронта. Участвовал в освобождении Смоленска от фашистов. Выяснили, что это было захоронение бойцов, умерших от ран в Ивако-госпитале 4864. Этот госпиталь стоял непосредственно в деревне Крутая, а бойцы, которые прибывали с фронта и проходили там лечение, часть бойцов умирала от ран, их хоронили вот в 500 метрах от деревни в лесу. И таким вот образом, работая с документами, нам удалось выяснить 65 фамилий. Поднятых солдат перезахоронили в 2012 году в братской могиле на поле памяти в селе Знаменка того же района. Сегодня поисковики пытаются найти родственников тех красноармейцев, у которых известны фамилии. Это 65 человек. У 40 из них близкие уже найдены, а вот по солдату из Коми 10-летние поиски пока ни к чему не привели. Подняли по хозяйственные книги села Озел, из которых мы узнали, что Лыткин Григорий Васильевич в 1942 году выбыл из села Озел в город Ухта и был призван в Красную армию именно из города Ухты в 1942 году. Родных мы ищем несколько лет, к сожалению. Ситуация с данными солдата немного запутанная. По нашим документам он значится 1911 года рождения. В книге памяти Республики Коми год рождения у солдата уже 1924. Несостыковок много. Где-то вместо фамилии Лыткин написано Лырсин, вместо Васильевича Витальевич. Даже месяц, когда погиб, разный. В одном документе значится август 43-го, а в другом – февраль того же года. В призывных документах указана только жена, Лыткина Надежда Александровна. Еще в одной бумаге записана его мама, Лыткина Мария Александровна. Но их следы затерялись, а у других родственников, и были ли они, сегодня ничего не известно. В дальнейшем мы попросили главу сельского поселения Озел провести подворовой обход старожилов села, на что он ответил, что никто такой семьи из старожилов не помнит. Видимо, жена его, Надежда Александровна, еще во время войны получила похоронку и собрала вещи и уехала из этого села, и никто ее больше и не помнил. Не дали результатов и обращения в другие инстанции. Но волонтеры планируют идти дальше. Может, еще где-нибудь удастся найти зацепку, что выведет на след родственников. Бывали случаи, что родных красноармейцев получалось найти спустя 12 лет и больше. Поэтому поисковики не теряют надежду, что и близкие Григория Лыткина когда-нибудь приедут на место захоронения своего прадеда и смогут поклониться памяти близкого им человека. Елена Кононова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.